Здравствуйте всем. Мы находимся вот на Тавричанке. Сегодня у нас 11 февраля. Температура где-то -5, -6. Ну, тепло, ветра нету. Так пасмурно. Вот солнышко начало выглядывать. Приехали мы, получается, за Камбалы. Корюшку мы уже ловили с вами. На Тавричанские меляки. Получается, глубина, наверное, вместе со льдом, ну уж 1,20 м. Лед порядка 30 сантиметров. Будем пробовать, что ловится. Сегодня у нас получается вот такая поплывочка. Вот такие вот, как сказать, это же блесенка, не блесенка. Ну, можно сказать, что это блесенка. Наверное, как-то по-другому называется. Наживка у нас кальмар и мороженая креветка. Давайте сейчас буду закидывать. Выйду еще на связь. Так, решили поменять место. Что-то сильно мелко там. Хотя говорят, что вроде на мели должно быть. Ничего, даже поклевок, полчаса посидели, ничего нет. Сейчас держим путь туда, вот, где синие гаражи. Место вроде называется. Там мы видели много машин, скопления. Сейчас поедем туда. Ветерочек поднялся. Так, ситуация вообще во Владивостоке нормальная. Никакой паники нету. Насчет коронавируса я имею в виду. Также китайцы, корейцы, никто ничего. Все нормально, без паники. Ну, едем дальше, сейчас посмотрим, что там ловится. Ребят, ну вот такая навашка ловится. Маленькая, махонькая. Видимо, сейчас отпустим. Все еще живая. Живая вроде. Иди плавай, расти давай. Ага, ушла. Дай бог, что выживет. Нам такие маленькие не нужны. Мы хотели вообще, по идее, камбал. А что-то камбала сегодня нету. Или может я ловить не умею. Так, народ сидит. Вот там вы можете посмотреть, сколько машин. Много песка. Получается, бур опять ножи затупил в песочке. Пробовала на кальмара. На кальмара не клюет. Вот на креветочку. Ну, как бы клев такой неактивный, просто ради интереса. Показать вам. Для меня, вот для речника, как сказать, я только речной рыбой, получается. Знаю только речную рыбу. Вообще для меня, конечно, камбал это удивительная рыба, какая-то плоская. Ну давайте сейчас, скоро будем уже собираться. Время уже 3 часа. Завтра уже выезжаем в Якутск. По дороге где-нибудь еще покидаю. Вчера заехал к китайцам, блесна по 50 рублей, которые у нас по 150. Завтра поеду их закупать. Вам покажу, все сниму. Так вот, ребят, заезжаем в самое сердце коронавируса. Это получается Китай-город. Добро пожаловать в торговый центр Китай-город. Обстановка, по идее, нормальная. Никто тут в масках прямо там не бегает. Вроде как бы все как и раньше. Но китайцы, получается, сейчас товар перестают получать пока временно. Поэтому, я не знаю, видимо, они уже и не торгуются как бы сильно.
дело в том, что я там не сильно как бы переживаю за китайцев, да, я переживаю за нас. Мы что будем делать? Китайцы-то ладно, они выживут там. Мы что будем делать без китайского товара? Все равно сидим на Китае плотно. Все китайское, даже те же мелочи взять вот на машину, там ветровики, брызговики, там, знаете, ну все же китайское. Если брать японское, там, я не знаю, цены, конечно, будут просто космические. Да и разговор идет не только там, допустим, о запчастях, да, каких-то этих, а просто вот сейчас иду покупать блесна по 50 рублей. А я не знаю, там российские блесна, допустим, у нас в Якутске минимум 250, наверное, будет стоить. Поэтому вот такие дела. Как мы и опасались, фрукты, получается, все у нас были привозные из Китая. Тоже касается и одежды, и все, ну полностью все, вот что ж тут, электроинструмент, там, автотовары, там. Все равно они какую-никакую конкуренцию уже создают. Поэтому я немножко побаиваюсь этой ситуации, что сейчас будет с ценами у нас. Так, пойдем посмотрим сейчас, что у них есть. Так, вот такие вот блесенки тут есть интересные. Это, ну, я буду ориентироваться, получается, на нашу речную, видимо, рыбку. Потому что у нас по 50 рублей точно не возьмешь. Так, две. Ну, ассортимент как бы. Тут и Blue Fox, и всякие разные. Все есть. Blue Fox надо взять, наверное. Не легкие какие-то у них, правда. Ну что, подгрузить можно будет. Так, 3. Вот такие возьмем. 5. Вот такой ящик взял, 550 рублей. Воблерочки по 100 рублей. Ну все есть у ребят вообще, все полное. Ой. Ладно, сейчас я... Ну а так ситуация с коронавирусом нормальная, ничего не боимся. Взял вот такую шапочку. Я думаю, у нас поможет. До свидания. Ну все, сегодня выезжаем в Якутск. В Владивостоке сегодня тепло. 0 градусов, наверное. Выезжаем вот на такой белке. Литровый. 12-й год. Расход 5,5 литров по трассе. Сейчас будем замерять. Я вам потом скажу, соответствует ли он или нет. Ну вот, дорогие друзья, получается, покидаем мы город Владивосток. Толком вчера Навага что-то не ловилось. Ну, погода, видать, такая. Сегодня вот распогодилась. Получается, выезжаем в 12 часов дня. Держим путь в сторону Хабаровска. Наверное, в Хабаровске будем ночевать. Погода прекрасная здесь. У нас в Якутске тоже, говорят, 20 градусов тепла. Ну как тепла, в смысле холода. Едем
Едем, получается, сейчас в Уссурийск. Я вам обещал сделать отзыв на японские витамины. Ну, я сейчас сниму попозже вообще на японские, не только витамины, вообще товары. Это касается всего, и мы всегда берем и кофе, и салфетки, знаете, ну, и туалетную бумагу даже. Все качественно, все сделано вообще как для людей сделано. Так, у нас вот такой туманчик тут начинается. Сегодня у нас 12 февраля 2020 год, новый. Через 700 метров плавно поверните направо. Едем мы сейчас через город Уссурийск, переобуваем летнюю резину на зимнюю и уходим отсюда. Все, всем счастливо.